Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Современная Абхазия». В Сухуми прошла презентация общественной организации. Торговля на набережной. Актуальный репортаж программы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту Турецкой республики Реджепу Эрдогану в связи с последними трагическими событиями в Турции. В нашей стране с особым волнением наблюдали за событиями в Турции в эти тяжелые для страны дни и остро осуждают противоправные действия мятежников. У Абхазии и Турции давние связи и многовековая общая история. Многочисленная абхазская диаспора проживает сегодня в Турецкой республике, и нас глубоко заботит все, что происходит в Турции. В такие тяжелые времена, когда мировое сообщество взбудоражено серии страшных терактов, важно сохранять мир и стабильность внутри страны. И мы надеемся, что Турция в ближайшее время вернется к привычной жизни, отмечается в частности в соболезновании. Министерство иностранных дел Республики Абхазия внимательно отслеживает развитие ситуации в Турецкой республике и выражает обеспокоенность в связи с попытками вооруженного захвата власти в стране. МИД Абхазии выражает надежду на скорейшую нормализацию обстановки, укрепление стабильности и демократии в Турецкой республике. Об этом говорится в комментарии МИД в связи с обстановкой в Турецкой республике, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны. В Сухуми презентована новая общественная организация «Современная Абхазия». Ее председатель – бывший сотрудник Министерства иностранных дел Республики Ираклий Тужба. Основными целями и задачами организации являются активное участие в проектах социально-экономического, общественно-политического и культурного, гуманитарного характера, а также организация различных мероприятий, направленных на развитие образования и просвещения. Амра Мичба побывала на презентации. На сегодняшний день порядка 20 молодых людей уже состоят в общественной организации «Современная Абхазия». По словам членов организации Ираклия Тужба, Виталия Кицини и Руслана Харази, участвуя в ряде гуманитарных, культурных и спортивных мероприятий, они решили придать своей деятельности правовые рамки и зарегистрировались как общественная организация. Как нам кажется, такой путь, такая правовая форма даст нам дополнительную возможность для налаживания взаимодействия с другими организациями, общественными, благотворительными, различного рода организациями. И это поможет также привлечь дополнительные ресурсы, которые могут быть направлены на реализацию тех или иных социальных и гуманитарных проектов. Ираклий Тужба подчеркнул, что организация не является благотворительной и не будет заниматься исключительно социальными гуманитарными проектами. Учитывая сложную внутриполитическую ситуацию в стране, которая напоминает перманентный политический кризис, мы не можем оставаться безучастными от всех этих процессов и планируем принимать более активное участие в общественно-политической жизни страны. Председатель общественной организации Ираклий Тужба отметил, что у современной Абхазии есть собственное мнение и позиция по происходящим в стране событиям. Думаю, что в ближайшей перспективе мы начнем практиковать публикацию различного рода заявлений, в которых будет отражена позиция нашей организации. Помимо прочего, мы собираемся активно участвовать в различных мероприятиях общественно-политического характера, таких как круглые столы, конференции, семинары и так далее, где также будет возможность озвучивать свою позицию и, возможно, даже предлагать какие-то реальные меры для преодоления того кризиса, который у нас существует сегодня в стране. Ираклий Тужба убежден, что все политические процессы в стране должны развиваться в правовом поле, в рамках Конституции. Никакие силовые либо принудительные методы воздействия не могут способствовать решению существующих проблем, а наоборот порождают дополнительную эскалацию напряженности. По нашему мнению, борьба за власть и тем более ее передача, скажем так, от одной политической силы другой, должна носить исключительно правовой и цивилизованный характер. Все другие формы политической борьбы наносят непоправимый удар по нашей молодой и неокрепшей государственности. Озвучивая свою позицию по ряду злободневных тем, председатель общественной организации «Современная Абхазия» Ираклий Тужба высказался по поводу возможности создания коалиционного правительства. Он заявил, что не поддерживает подобную идею. По мнению Тужба, выглядеть это будет как банальная дележка министерских портфелей. Коалиционное правительство в основном характерно для парламентских республик.
где в результате договоренности между основными, наиболее крупными политическими партиями, попавшими в парламент, происходит договоренность и удается сформировать действующее правительство. Во-вторых, в наших условиях, где в парламенте не существует фракций, не существует как таковых политических партий, говорить о том, что необходимо создавать коалиционное правительство, но это будет выглядеть просто как банальная дележка министерских портфелей. Сторонники этой инициативы говорят о том, что это позволит снизить накал напряженности в стране. Но, честно говоря, у меня большие сомнения, что если какие-то отдельно взятые личности попадут, скажем, в правительство, то это снизит какой-то накал напряженности. Члены общественной организации «Современная Абхазия» заверяют, что будут оказывать содействие обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, ответственности представителей всех политических групп перед обществом. Амра Амичба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Первый вице-премьер Шамиль Адзымба провел встречу с рабочей группой по разработке проектов реализации соглашения между Кабинетом министров Республики Абхазия и Советом министров Республики Крым. Соглашение в рамках договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года, поможет развить взаимовыгодные торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи между Республикой Абхазия и Республикой Крым, сообщается на официальном сайте Кабинета министров. Ежегодно в преддверии летних месяцев набережную Сухума заполоняют всевозможные торговые лотки. Их размер, цвет и вид, несмотря на течение времени, к сожалению, не меняется. Торговые точки предлагают гостям и жителям столицы самый разный спектр товаров и услуг, зачастую без всяких разрешительных документов. Администрация столицы изо всех сил старается навести порядок на набережной, но пока с переменным успехом. Низ Фаршба продолжит тему. Набережная Сухума – самое посещаемое место в столице, и не только в летний сезон. Здесь удачно сочетается старая часть древней Диоскурии с современными строениями. В летние месяцы это привычное соседство эпох нарушают хаотично разбросанные разноцветные торговые точки. Их количество увеличивается прямо на глазах. И причем вместо дислокации аппарата для сладкой ваты или татуаж-салона под открытым небом каждый выбирает по желанию. По крайней мере, именно так было многие годы. Торговые ларьки стояли справа, слева, а иногда и в центре набережной, ничуть не заботясь об удобстве жителей и гостей Сухума. Каждый год администрация старалась, чтобы выносная торговля была здесь налажена, был здесь порядок. Но, к сожалению, каждый год шло недоразумение. Люди ставили разные палатки, старые, новые, нестандартные. В прошлом году мы много работали, это знают в городе горожане. Делали много рейдов, но был неудачен наш эксперимент. Почему? Потому что мы решили делать выносную торговлю с палатками в примыкающих к набережной улице. Но в прошлом году мы проанализировали и поняли, что люди плохо зарабатывали, потому что одни были в начале набережной, другие были уже дальше от набережной. В этом году администрация столицы придумала новый план по наведению порядка по набережной. К процессу подключили 3 фирмы, которым было поручено подготовить места для желающих заняться сезонной торговлей. Главное новшество – все места однотипные и разместились лишь по одной стороне. Это решение не только освободило пешеходную зону набережной, но и придало торговым рядам более современный вид. На набережной сейчас 3 фирмы, которые занимаются выносной торговлей. И мы всех обязали, чтобы были единые палатки, и тогда администрация будет требования уже предъявлять к фирмам. Я думаю, что эксперимент удался. Возможно, это частично, но, думаю, горожане довольны. Но, увы, порядка придерживаются не все предприниматели. Наиболее критическая ситуация на набережной у ресторана «Дэм». Как видите, говорить о каком-то эстетическом виде с таким количеством электрических удлинителей не приходится. Но это не самое страшное. В этом торговом ряду бизнес налажен, как говорится, на все 100.
Девушка-продавец увлеченно плетет африканские косички и тут же продает туристам вареную кукурузу. Чуть позади нее проводится довольно сложная косметическая процедура – татуаж. И дело не только в санитарных нормах. Эти точки здесь расположились без каких-либо разрешительных документов. Смотрите, поверните сюда, девушка. Девушка, оторвите. На что вот это похоже? Это вы ведь плетете косички? Это ведь ваш тендер стоит, девушка. Весь этот, с позволения сказать, бардак на отдельно взятом пятачке плавно дополняет разлившаяся канализация. Внешний вид стоков ярко демонстрирует их происхождение. Нашей съемочной группе несказанно повезло, утверждают продавцы близлежащих торговых точек. Сегодня пахнет намного меньше обычного. Когда мы начали организовывать здесь выносную торговлю, я как-то обычно проходил, не обращал внимания, знал, что такие места могут быть, но тут в один вечер такая вонь стояла, что здесь не то что гулять, проходить сложно было. И я через день-два говорил с главой города, что вот такая ситуация в центре города, вот такой сток воды, и рядом с которым, вот сейчас тоже, смотрите, купаются маленькие дети, что это вполне возможно, что они будут завтра с высокой температурой. Меньше чем через 2 недели в этой части набережной пройдет музыкальный праздник мирового масштаба. К нам в страну приедут титулованные музыканты современности. А их здесь ждут пестрые палатки и смрад, ощущающийся за сотни метров. Вот такая у нас любовь к собственному Сухуму, который, вопреки всему, отметил свои 2500 лет. Нисфа Аршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. С давних времен мы слышим, что реклама – двигатель торговли. Благодаря ей многие товары или услуги становятся популярными. С другой стороны, многочисленные баннеры и вывески портят облик города. К тому же многие рекламные вывески нашей столицы нарушают закон о рекламе, который был принят в Абхазии в мае 2008 года. Сария Смыр продолжит тему. Наружная реклама в оживленных районах столицы всегда помогает сделать товар или услугу легко узнаваемой. Сегодня в Сухуме рекламные щиты и вывески встретишь, пожалуй, на каждом фасаде дома. Особенно их много в самом центре города. Когда здесь началась рекламная вакханалия, сегодня вряд ли кто вспомнит. Стремительно. Буквально за несколько лет фасады практически исчезли под рекламной фанерой. При этом многие вывески и щиты не соответствуют нормативам. К примеру, эти вывески сделаны исключительно на русском языке, что уже нарушает закон о рекламе. Вопросами контроля за размещением рекламы занимается Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Сухума. Здесь утверждают, что вывески не должны портить облик города. Мы очень часто, я с моими ребятами ходим по городу, предписания делаем, просим, мы им выдаем вот эти предписания, согласно которому в течение какого-то времени, там, неделя, 10 дней, 2 недели, чтобы они это все привели в порядок. Я не скажу, что никто этого не слышит. Есть, работают, меняют, но есть люди, которые, не хотят. Сегодня в эту инстанцию обращается большое количество людей с просьбой помочь в оформлении рекламной вывески. Специалисты подробно рассказывают обо всех принципах и правилах размещения рекламы. При этом они отмечают, что реклама на территории Абхазии должна распространяться на государственном языке. Дублироваться надпись на русском или же английском языках может по желанию собственника. Очень часто люди, я не хочу сказать, что пренебрегают, но забывают, что первым должно идти эта реклама на том же абхазском языке. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем рекламодателям, чтобы они всегда обращались. Мы же только совет даем, мы только поможем. Мы ни в коем случае не будем ставить препоны, чтобы они не повесили рекламу. Далее я еще обращаюсь к большим фирмам-рекламодателям. Очень часто не согласовывают с администрацией, с главным художником, с архитектурной частью города свои большие баннеры, на котором они делают лицо города. Несмотря на то, что сегодня существует орган, который помогает гражданам оформлять рекламные вывески, многие предпочитают это делать самостоятельно. Покупая или арендуя площадь под магазин, предприниматель наивно полагает, что теперь он вправе размещать информацию о своей точке, где пожелает и как пожелает. Именно по этой причине сегодня по всему городу, а также на рынке, большое количество наружной рекламы не соответствует облику города. Сария Смыр, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение.
Уважаемые телезрители, каждый вторник сразу после новостей на нашем телеканале выходит в эфир специальный выпуск программы «Возвращение имени», в котором мы публикуем имена пропавших без вести во время Великой Отечественной войны жителей Абхазии. У вас есть возможность найти среди этих списков своих родных и близких. Программа выходит каждый вторник сразу после новостей. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью дождь, днем погода прояснится, температура воздуха ночью 19-21, днем 29-31 градус. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.